Свято место пусто не бывает, пока наши западные соседи плюют нам в лицо и стреляют в спину, закрывая все новые и новые погранпереходы. Наша солнечная Беларусь идет навстречу угнетенному народу Европы, открывая новые пропускные пункты. И сегодня мы находимся на одном из таких погранпереходов и возьмем интервью у начальника погранперехода Алексея Терентьевича Кучинского. Алексей Терентьевич. Алексей Терентьевич. Кто я? Кто? Я, да. Извините, я просто давно живых людей не видел. Да. Здравствуйте, Алексей Терентьевич. Здравствуйте. Ну, расскажите про... Я вот глава нашего погранперехода. Вот. То давно не видел живых людей. Ну, я согласен с вами, что таких субъектов, которые приезжают в нашу страну по безвизу, назвать людьми, наверное, не поворачивается язык. Да нет, что вы. Тут же просто с открытия погранперехода вообще никого не было. То есть вы хотите сказать, что здесь еще никто не проходил? Не, ну почему? Проходил, конечно. Один раз медведь проходил, 5 бродячих собак проходил, рысь один раз проходила. Вот, смотрите, видите, вот так. Вот видите, уважаемые телезрители, какие пограничники работают на нашем погранпереходе. Мы не строим заборы на границе и не мешаем естественной миграции животных, потому что даже дикие звери знают, они умнее змагаров и знают, что лучше прибежать в Беларусь и жить в этой святой стране. Какой жить? Ты что? Я же их пристрелил. В смысле? Ну а что, так у них паспортов нет. Ну и потом я тебе говорю, рысь, вот так вот, и я ее этими руками. Так, вы нормальный? Давай это вырежем. В общем, Алексей Терентьевич вы? Да. Соберитесь, пожалуйста, давайте запишем патриотический сюжет. Это я могу, да, готов, да. Уважаемые телезрители, вы видите, что наши пограничники готовы хлебом с солью встречать всех гостей нашей солнечной, гостеприимной Беларуси. Только солью, хлеб я уже съел. Ну, мне это надоело. Слушайте, здесь есть кто-нибудь еще? Здесь работает кто-нибудь еще адекватный? Да, супруга моя Наталья Ивановна еще работает. Позовите ее, пожалуйста, может быть, она нам сможет что-то рассказать. Легко. Наташенька, Наташа, иди, что покажу тебе. Да идем. Ай, ну что ты в порядке, не стесняйся, ты красавица у меня. Иди там, молодой человек, вот смотри, приехал, смотри, как я тебе говорил, хочет взять что, совсем больной? у тебя интервью. Вы что это? Это Наташа. Что это за чучело? Ты как? Наташа, не расстраивайся, не смотри на него. Стой, не смотри. Ты скотина, блин. Иди сюда, козел. Какая же мораль у этой истории? На наших границах работают сильные и беспристрастные люди. Я на собственном примере убедился, что наши границы на надежном замке, и ни один враг не пройдет, хотя он даже не пытается. Владислав Пустолой. Специально для Колыханки на Беларусь-0. Вітаем вас, дарагія сябры і сяброўкі, у эфіры Хай Так ТВ. З вами ў студыі Денис, Михась і Катя. Про Александра Григоровича. Не могу так його називати. А як ти його називаєш? Слухай, от для мене завсюди дилема, як його називати? Ну, його нельга називати. Ну, президент... Кого не називають. Так. Ён ж побудував собі нову резиденцію. Так. В самому центрі Мінська. Там була лечкомісія. А подумали, навошта беларусам гэта лечкомісія? Тьфу. Хай будзе яшчэ одна 17-я резиденція. Это ў гонар народнага адзінства. 17 граней единства. Вось гэта одна з граней единства. И, конечно, все уже поглядели. Здаецца, Байпол выклаў інфармацыю про тое, что там внутри. Ой, мне вельмі все падабаецца. Там есть массажи для ступней, гэтага яго есть, это зразумела. Всякие сауны, души. Конечно, самое душ впечатление. А что такое душ впечатление? Никто не ведает. Может, это як у турме, ведаешь? А кто это? Як тебе
поливает, и ты такой, о, не. Это не я был президентом 27 название, или годов. это кто-то придумал? Это заводская назва, мало Это того. по прескуранту все так. Так, гэта ж каштарысы выклалі, там надпіс «Душ впечатлений». Больш за тое, акрамя душа впечатлений, там яшчэ будуць спа-комплексы назвы гэтых душ впечатлений, назвы «Тропіка» і «Сибирская ночь». Там будзе Два нават, душа там будзе нават впечатлений. снегагенератор, то бок Дед Мороз будзе у сваёй естественной среде. Уяўляю, адначасова робяць масаж ступней, якія-нибудь тайскія дзяўчыны прывабныя. Тут же ідзе снег, тут же душ впечатлення, а тут же Дед Мороз. И тут мыльница за 1500 ці за 1600 белорусских рублёў. А что тут такое мыльница? Яна можа, каб з яе мыла дакладна не звалілася, каб, не дай бог, не выслизгнула гэта мыло. Диоритовые мыльницы. Слушайте, это какая-то проститутошная, мне кажется. Там место, где спать. Простите, дорогие Спальня, друзья, да? это новая резиденция Александра Григорьевича. 17-е. 17-е. Але Це хутка де будзе спать? 18 мне В уже, центре и города, все. в центре города. В центре города, так. И там есть спальня, обитая... Там есть спальня, где стены обитые мягким. Обитая войлоком, ці што. Каб не параніўся, калі будзе чарговы этот самый прыход. А може бути, Снежная пушка. може у його там Снежная які пушка. цікаві гульні, кшталт там «Запусти меня». Знаете, в такой, в американской традиции словом snow, снег, да, называют еще, например, кокаин. Например. И snow cannon, это вот туда вот заряжают. И там все такие голенькие танцуют, коктейли, вот это вот. Беговая Сибирская дорожка ночь. дорожка для носа. Для міністрів, да. Хто Для министров. перший? Да, давай. Головченко завсёды перший, от мы хорошие. Непонятно, На конечно, руках. 17-я резиденция, да, получается? 17-я 17-я. резиденция. Ну, не знаю, это у нас президент-наперсточник какой-то. А в какой? Отгадайте. В какой резиденции? Только там не 3 наперстка, а 17 наперстков. І нават калі знойдзеш у якой резиденції, не зразумееш, у якім душы. Тому що Потому что их два. ці то тут, ці то. Тито Тропикана, Тито Сибирская ночь. Сибірська язва. в душ Тропикана пойти. Михалыч, заряжай пушку! Весь телевизионный мир отмечал День народного единства. Ну, праздник и праздник, ну и бог с ним, праздник. Ну, як Хорошо. же Бог з ним. Мы не можем обвести его увагой так само. БРСМ Гомеля провел акцию в рамках тематической недели праздничных мероприятий ко Дню народного единства. Вот, посмотрите, с гордостью выкладывает вот такую афишу. А. Посадка туй. Б. Покраска спортивного инвентаря. Все. Черенки Не обыграли. пераблытаць бы. Все. Ой, Грудку бы не надорвали там, а? Посадка туй. Ну, слово «посадка туй» мы никак не комментируем. Это два слова, конечно. Молчать, господа Посадка гусары. туй. І ні слова про Гайдукевича. Но у меня есть чем тебе отказать. Не Давай. только гомельские активисты як то сказаць, выдзеліліся. Мне вельмі спадабаўся флешмоб, які праходзіў вот акурат у гонар гэтага свята. Людзі выкладвалі свае танцы. Вот мяне цікавіць. Ладно, окей, на пачатку. Моцныя, таму што разам. 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 Разом. А вот далей, вот это вот что? Что это обозначае? Вось гэты вот рух, вот так, Подожди. вот. Гэта яны незаўважна паказваюць. Можа... Нет, Миша, я не знаю, это наши люди. Это группа Кармен. Чао, бамбина, плачет синьорина. Эй, Фортуна, дай мне шанс, прошу. Everybody dance for me and you. Это наши люди, они знают. Слухай, ну гэта Дзень народнага адзінства, і там было ўсё. Весёлае Столькі свята. акцый было па ўсёй Беларусі, назвы, сімвал единства 2023, 17 граней единства. То бок, што мы зробім з гэтым адзінствам? А мне больш за ўсё спадабалася некая дыктоўка ў Дзень народнага адзінства. Паглядзіце, ці ўсё нармальна вам падаецца? Ці ўсё нармальна, не? Не?
Не, глядите, девчина пишет просто просто на столе. Так може гэта Хогвартс. Гэта напэўна Хогвартс. Так, ну что, на раз, два, три. Раз, два. Стой, подожди. Ну что ты, Михалыч? Ты 3 женщинам судьбу сломал. Ты что, себе ногу сломать не можешь? Да могу! Ногу могу сломать, но просто я как-то, не знаю, мне, ну, понимаешь, вот я не хочу, чтобы получилось, как вчера с 0,7. что вчера? Ну, 0,7 покупал. А что 0,7? Ну, покупал я один, а пили мы вдвоем. И вот сейчас я ногу сломаю один, а больничный пропивать мы будем вдвоем. Вот ты на меня не наговаривай. Я этот план придумал, я с него не соскочу. Ладно. Давай. Раз, два, три. Да. Раз, два. Подожди. Что такое? Ну, как-то я все-таки думаю, что это странно все-таки вот самому себе ногу ломать. Ну как-то, знаешь, это то же самое, как вот взять 0,7 и прям всю вылить в унитаз вот своей рукой, вот собственноручно. Надо, чтобы кто-то другой это сделал, там, я не знаю, хоть жену позови, что ли. Ну, давай тогда друг другу ломать. Давай, я тебе, ты мне. Давай. На счет 3. Готов? Раз, два. Стоп! Ну, что-то мне сейчас не по себе. Да чего? Ну, помнишь, я люк канализационный стырил на металлолом? Потом сам же в него и провалился. И что? При чем здесь это? Да я боюсь, что с твоим везением я тебе нормально ногу сломаю, а ты мне открытый в нескольких местах. Ой, да ладно. И что? И что мы тогда? Получается, ничего не делаем? Ну, получается, нет. Уважаемый трудовик и физрук, в отделе образования оценили на отлично наш флешмоб ко Дню Единства. И теперь нам поручили снять ролик ко Дню Учителя. Так, танец уже готов. Он очень простой, движения простые. Смотрим на меня и запоминаем. Так, где военком и сторож? В подвале. Олег Гайдукевич возмутился. Лживая американская политика и пропаганда, сказал Олег Гайдукевич после того, как просмотрел фильмы «Рэмбо», а также серию фильмов «Марвел», «Капитан Америка», «Супермен» и «Халк». Рэмбо 3. Рэмбо 3. И возмутился, искренне возмутился. Неправду там показывают. Не было такого ничего. Там Халк и Капитан Америка воюют, побеждают фашистов, а не было их там никогда. Да, я зачитаю. Вот смотришь, Капитан Америка с Халком победили в Великой Отечественной войне. Да. Это же пропаганда. Дети смотрят, как Капитан Америка со щитом в 43-м году бежит и Гитлера бьет этим щитом. Слушайте, может рассказать ему, что это фантастика, что это все не на самом деле. Зеленых людей не бывает. Не бывает. Что ежик в тумане, Буратино, Красная Шапочка. Это намалевано. Это не на самом деле. намалевано. Придумали люди. Это не у телевизора там ходят маленькие ими керуют кукловоды, а это не документальное фильм кино, товарищ растлумачить, Гайдукевич. да. Товарищ Гайдукевич, а посмотрите еще фильм Тарантино «Бесславные ублюдки». Да. Там команда Брэда Питта, они из автоматов убивают всю гитлеровскую верхушку, и все. И они как бы тоже победили всех. А ты, получается, 2 раза Гитлера, что ли, убили? Один раз Халка, другой раз Тарантино. Еба же уже Капитан Америка убил. А он перемотает, ему еще 3-й раз убьют. То есть, дорогие друзья, если вы вот сейчас сидите у себя дома, смотрите нас
на компьютере, и вам кажется, что вы или мы занимаемся какой-то фигней, вспомните, что где-то в Белоруссии грустит человек под названием Олег Гайдукевич. Вось мы з вами смяемся з Александра Егоровича, что Ни в ён коем такі случае. Мы со всем уважением. багацей, там ёржикам за 600 рублей будзе там сабе штосьці там выціраць, я не ведаю. Петрыкаўцы, звычайныя, нармальныя петрыкаўцы збіраюцца патраціць больш за 16 мільёнаў рублёў на будаўніцтва новага будынка для мясцовай міліцыі. Чым яны горшыя за Александра Егоровича? Там будзе, ведаеце што? Інспекцыя па справах непаўналетніх, крымінальна-выканаўчая інспекцыя, оперативно-дежурная служба, отдел по громадянству и миграции, отдел ДАИ, працоўныя кабинеты, музей, спортзала, зала нарад на 94 человеки в Петрыкове, іншыя дапаможныя памяшканні, изолятор часового утрымання на 8 камер на 24 человека и одноместный карцер и изолятор, а таксама гаражи для грузового и легкового спецтранспорту, подстрижки для автомобиляў, стоянки для конфискованных транспортных сродкаў и наведвальнікаў, тир, пляц, 2 спортовые пляцоўкі и іншыя дапаможныя збудаванні. Простите, я вот открыл специально город Петриков, площадь 10 квадратных километров, ну, скажем так, 3 на 3 километра, население 10 тысяч человек. Яны все будут работать там, Чё? как бы. Градообразующее Хтосьці предприятие. будзе працаваць, а хтосьці будзе сидеть. Ой, у нас, мне, пожалуйста, люкс. Ну, у нас сегодня есть карцер, есть изолятор. Вам какой? Ну, мне вот, ну, давайте в изолятор сегодня. Петриков. Я сегодня кутю. Свезло так свезло жителям Петрикова. Теперь у вас есть все. Сволочь! То от нашего государства! Добрый день, Вадим Палыч. Добрый день. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Рад вас видеть. Как обстоят дела? Все в соответствии с вашим указанием. Все хорошо, все по плану. Достраиваем объект. Хорошо. Все идет по плану и все пожелания учтены? Так точно, в соответствии с вашим указом. Достраиваем уникальный жилищно-коммунальный комплекс. Как вы и сказали, значит, построили агрогородок для этих беглых, которые вернулись по комиссии шведа. Называется ЖК Переобутыш 2023. Хорошо. Значит, говорите, все по плану и все учтено, все, значит, вы предусмотрели. Ну, конечно, когда у нас что-то было не по плану. Все по плану. Пойдемте, я вам покажу, расскажу, как бы и вообще. Во-первых, это уникальнейшее место. Ну, собственно, значит, а потом она оделась. Ну, понятно же, да, она все-таки зампред исполкома, но некрасиво так ходить. Собственно, вот, Сергей Анатольевич, а это наш ЖКшный обл. и сполком. Ну, смотрите, вы же сами сказали, что они должны возвращаться домой ползком и на коленях. Правильно? Правильно. Ну, а кто сказал, что они должны, как говорится, разгибаться? Да. Никто. Поэтому пусть привыкают. Нехрен, как говорится, раньше времени разгибаться. Ну, это да. А как обстоят дела с патриотическим воспитанием? Ну, обижаете. Ну, с этим у нас никогда проблем не было. Собственно, вот, смотрите, до большого госсимвола на облисполкоме они еще, как говорится, не доросли, не дослужились, поэтому пускай довольствуются малым. Да, хорошо. А что эти возвращенцы будут у вас в этом вашем ЖК делать? У нас для них очень много всяких есть заданий. Пойдемте, я вам, как говорится, продемонстрирую. Ну и, собственно, как я уже говорил, на той стороне Польша. А это, значит, флагман белорусского флота. Паром Александр Непотопляемый. И он ходит только по процветающей воде. И значит, как только какой-нибудь этот змагар захочет ночью перебраться на ту сторону через этот паром, и он такой приходит сюда, начинает вот так вот туда плыть, начинает, а мы его с той стороны, опача, и назад, как говорится,
в родную гавань. А потом мы, соответственно, его по всем законодательным актам вносим в списки этих экстремистов. Ну, ясно, интересно, патриотично так. А скажите, эту инфраструктуру проверили, все работает? Инфраструктуру проверили, все работает идеально, как часики, как белорусская экономика. Говоришь, там Польша, да? Там Польша, да. Слушай, подержи-ка. Я хочу посмотреть, это вот, значит, паром, он здесь вот так вот отвязывается, да? Да. Вот так вот берешь, Вот так отвязываешь, вот. да? Ага. А вот за эту ниточку, значит, надо дергать, да? Тянуть вот, надо. чтобы туда, на Польшу, да, вот да, так да. вот, да? Вот так, вот так. Во, правильно. О, пошло, вот так, паром идет, Отлично. да? Я же говорю, работает. Палыч, все, давай пока. Увидимся, может быть, когда-нибудь. Звони. Я, короче, там у меня дача недостроена. Так вот, себе забирай. И если понадобятся таблетки, ну, для этой посудомойки, или вообще таблетки, так звони, не стесняйся. Все, давай пока. Сволочь! Ты хочешь Палыча облапошить? Хрень тебе! Палыча еще никто не смог облапошить! Я тебя, паскуду, я тебя всю жизнь на коротком поводке держал! Попался! Так. Алло, Следственный комитет! У меня тут этот самый представитель самой верхушки власти хотел Евросоюз убежать! Я его задержал! Понял? Жду! Вадик, ты что, друг? Я ж пошутил. Это шутка была. Шутка всего лишь. Кому Вадик, а кому с ментами УАЗик? Чё, Анатолич? Через 15 лет увидимся! Я! Сука! Ты что? Алло, Следственный комитет, снова я! Это я прыгну, на ту сторону плывешь, что мне делать? Как? Понял. Ну что ж, был Сергей Анатольевич, будет Василий Иванович. Звони. Слухайте, перакидываемся, крутим педалі у бок куди? У бок чергових цитатаў. Вось мы і прыехалі. Цитата Лукашэнкі. Датычная да Кімчыны, мне вельмі спадабалася. Як быццам ведаеш, у школе дзяўчына ўбачыла, што і хлопец хадзіў і нёс заплечнік за другой дзяўчынай і сказал Лукашенко: наблюдал внимательно за последними вашими тяжелыми этими рабочими днями. Ну, приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Потому что сам был там. Мы с вами посещали этот космодром ранее. Хочется, чтобы он сказал, помните, я первый с вами был, а вот вы с Кимом, да, я думаю, что Лукашенко с Путиным встречались. Да, Лукашенко каже про сустрэчу с Путиным, что вось он зараз с Ким Чен Ыном ходить по космодрому Восточно. А я ж там тоже с вами был, помните меня? Я такой Саша. И он потом сказал эту фразу. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих. Северная Корея, Россия. Я знаю, что интерес огромный у корейцев к вам. Думаю, кусок работы и Беларуси там найдется. Ну, это же просто судово. Северной Кореи. Северной Беларуси кусок. Який Хотя бы кусок? со свечкой постоять, коли. Да. Вы, коль что, кличьте меня, я могу и поглядеть. Я ладушек. Мне не крыўдна. Да, мне не крыўдна. Хочется скончить некой доброй новиной? Ну, давай. Ёсць. Необкошенная опора воздушных линий электропередачи на улице Чапаева вызывает беспокойство жителей. Я жадаю белорусам только таких турбот. Ось. Всего доброго. До побачення. Калі ты раптам адчуеш смутак, як быццам ты самотны на зямлі, усміхніся небу, уздымі ўверх рукі, ты не адзін, цябе ўжо знайшлі. Калі здаецца, нікога побач, пусты твой дом і ў слухаўцы гудкі, цябе ўсе бачаць, цябе ўсе чуюць,
Павер, шмат для каго ты дарагі. КДБ, КДБ, з нами у щасті і у журбі. КДБ, КДБ, для усіх нас, для мене і для тебе. Все наші думки, для їх шмат значать, для їх надзвичай важний кожний крок. Їх вуші чують, їх в очі бачать, для їх ми битцам зорки далі Бог. Твоє пазики, твої прищепки, якое у твайго кота ім'я. Кохання, щастя і праці светкі, без нас яны не проживуть і дня. Прикинь, як бракує їм здоров'я і логіки, змагатися з мільйонами задача нелегкая. КДБ, КДБ, з нами у щасті і у журбі. КДБ, КДБ, для усіх нас, для мене і для тебе. КДБ, КДБ, яно сядзіць, не спіць, не есть, не п'е.